В городе Салехард есть интересный монумент, куда стараются приезжать гости столицы. Этот монумент символизирует, что здесь как раз проходит полярный круг. Салехард – единственный город в России, который находится на полярном круге. Так говорят местные краеведы. Мало того, они утверждают, что и в мире подобного города нет. Если даже это не так, то в любом случае он имеет свою уникальную историю. И самое интересное, история Салехарда началась 6000 лет назад. Ледник отступал, и по мере его ухода шли на север люди. Легенда рассказывает, что еще до финно-угорских и самодийских народов был здесь народ мамонтоводов Сиртя, ушедший потом под землю. Странно, но эта легенда перекликается с преданием народа Коми об ушедшей таким же образом чуде. Река Обь, паром. И вот если вы переправляетесь со стороны Лабытнанги в Салехард, то вы, выйдя на берег, увидите, что вас встречают не кто-то, а мамонт. Он, правда, не настоящий, но, в общем-то, внушает трепет, потому что это большой монумент. Почему именно мамонт? Потому что, во-первых, они здесь раньше жили, а во-вторых, до сих пор находят останки и даже целые туши мамонтов. Наверное, вы помните, что в учебниках были фотографии найденных мамонтенков, как раз их нашли на Ямале здесь. Салехард в переводе с ненецкого означает «город на мысу». Дело в том, что город начинался на высоком берегу, что вдается треугольником в реку Полуй. Чуть погодя, река Полуй впадает в Большую Обь. Ненецкое название города появилось здесь искусственно, в 20 веке. Нужно было, чтобы Ненецкий округ имел город с ненецким названием. Настоящими аборигенами здешних берегов являются прежде всего ханты, так как больше занимались рыбалкой и меньше кочевали, в отличие от ненцев. Очень давно люди жили здесь. Все-таки у нас 3 народности, которые основные. Потому что, я почему говорю 3, потому что зырян так и не причислили пока еще с коренным народом, как они не борются. Здесь в основном живут ненцы, ханты, селькупы. Если говорить по роду занятий, то, значит, ханты – это рыбаки в основном, ненцы в основном оленеводы, и селькупы – это в основном охотники. До 1933 года Салехард назывался Абдорском. Название Коми, и значило оно как место у реки Обь. Кстати, Обь тоже коми-слово и обозначает тетку. Логика такова, что есть у нас река Отец Печора слева от Урала и есть сестра отца справа от Урала, Обь, то есть тетка. И вот когда у себя дома, там, на Ижемской земле, в Зырянском крае, их спрашивали, где вы были, они говорили «Обдорен», у большой реки Оби, да, вот эти все места. То есть не конкретно вот это вот место, да, или вот этот мыс, а целый край Обдорен. Оби. Но потом, когда уже московские князья пошли со своими отрядами, слушая рассказы, какие тут богатые места, зыряне уже выступали проводниками.
Изначально здешние места были заселены хантами, ненцами и селькупами. Коми появились примерно в те же времена, что и русские, и прежде всего как проводники и как купцы. Сначала с новгородцами, потом с московитами. Именно московские казаки построили здесь первый острог. Это случилось в 1595 году. Он стоял как раз на мысу и назывался Острог Носовой. В наши дни здесь воссоздано былое укрепление. В 1990 году столицу Ямала внесли в список исторических городов России. Это произошло благодаря тому, что на территории города находится археологический памятник мирового значения – городище Усть-Полуй. Считается, что когда-то Абдорск, он начался вот именно с этого места. Он имел 4 названия. Значит, первое Остяки называли Пунга, вот его же. Городок на Полуйском мысу, можно так вот, если... На Полуйском мысу, потому что под нами течет река Полуй. Полуй, да, правильно которая будет. Впадает в Обь. А есть какие-то интересные экспонаты, которые тут обнаружены? Да, люди добирались сюда, и обмен происходил очень интересно. Тут есть и скандинавские вещи, есть вещи, которые со Средней Азии. Особенно эта старая часть, где она первая заселялась, она имеет какую-то притягательную энергетику. Я живу в другой части города. Я приезжаю сюда, я вот как у себя дома. Я не знаю, тут очень комфортно. И я думаю, а те люди, которые близки были к природе, они не просто тоже, а они тогда чувствовали мощнее, чем мы. Вы знаете, каждый уголок нашей земли, он о чем-то говорит. И история творилась не только в Москве и в Ленинграде. Этот городок был настолько богатый, что даже вот доход у купцов за год доходил до 1 миллиона полновесных золотых рублей. И даже вот на этом месте, где мы стоим, там внизу подземное хранилище для рыбы было сделано. У нас же ведь здесь вечная мерзлота. Ну, правда, здесь вяло текущая, сейчас немножко она стала теплее. Но, в общем-то, вот тут вот мерзлотник большой. В Сибири русские городки, как правило, возникали на пересечении больших водных путей. Так, на Оби выросли в 1593 году, кроме Абдорска, Березов и Сургут. Основной причиной обоснования Абдорска русскими стало восстание хантов-ненцев, которые в 1595 году осаждали только что основанный городок Березов. Это на 300 километров выше Абдорска по Оби и Сосьве. Остяцкого князя арестовали и отправили в Москву. Там он был крещен под именем Василий. После этого, уже как вассал государя, был отпущен домой. Однако были же случаи, когда местное население собиралось и сжигало Абдорск. Ну, правильно, потому что тут же сбор ясака был. А ясак как собирали? Была аманатная изба, брали в заложники какого-нибудь очень значимого человека, допустим, из этого рода, и держали в аманатской избе. Не издевались, кормили, но и объясняли, мы его отпустим только тогда, когда вы заплатите вот то-то, то-то, то-то. Казаки – это воины практически. И они служили государю, нужно было дань собирать, они собирали вот... Если были случаи, когда не платили дань, значит, они таким образом... Не все устраивало местное население, то, как вот дружба начиналась. Если Ямал сегодня является благодаря своим недрам главной кормилицей России, то и прежде она щедро одаривала богатствами купеческий люд, только совсем иными ресурсами. Край был несказанно богат пушниной и ценной рыбой. Разными путями появлялись на этом берегу русские и коми-купцы. Первая многочисленная группа коми, а это были ижемские оленеводы, пришли на Обь и обосновались чуть южнее Салихарда.
в районе нынешнего села Мужи. Оттуда уже пошла медленная миграция вниз по реке. Удивительно, но уже тогда царское правительство пыталось регулировать процесс миграции и освоения новых земель. Туземное население власти старались не обижать и не притеснять. И потому пришлый люд закреплялся с большим трудом, проходя множество бюрократических препонов. Люди, которые проживали из-за Урала здесь, они здесь не были, по-современному прописаны, а зафиксированы. Почему? Потому что тогда все были в Архангельской губернии, там где-то. Вида на жительство им здесь не давали. Так как это места на хантыйские были, то по тем законам, которые существовали, они обязаны были выкупать, брать в аренду, и они так и делали. Очень быстро зыряне понимали выгоду жизни на этом товарообмене. Много у нас известно фамилий, в том числе Терентьевы, Чупровы, Рочевы. По-современному называли купцами, потому что они торговые люди, но они никакой купеческой гильдии не принадлежали, они торговали. Вопросы вероисповедания на Оби тоже решались деликатно. Аборигенов-язычников никто не крестил силой, и капища их не уничтожал. Видимо, поэтому их верование существует до сих пор. Кстати, в районе Острога ранее было очень большое святилище. Крещенные же аборигены веру новую пытались совместить со своей традицией, и получались порой курьезные вещи. Очень хорошо восприняли местные народы Николая Угодника. Наверное, чисто интуитивно, потому что он помогает всяким разным путешественникам. Даже вот когда они заходили в эту церквушку, вот всегда говорили Никол Катара, то есть мы приносили жертву. И они стремились его, даже тут и помазать его и жиром, и кровью, и даже пытались забить оленей. В Абдорске большей частью жили чиновники, военные и купцы. Кочевые люди в силу своей традиционной деятельности здесь жилища не строили, а избы тем более. Кочевой, тундровый и лесной рыболовецкий народ появлялся в городе лишь на ярмарках, потому население города составляли русские коми. Почему прижились зыряне именно? Потому что они уважали традиции местные, они изучали языки, особенно мужчины. Такое свойство я заметила среди наших женщин. Мне кажется, они были разведчицами. Но это по-современному, если сказать. Почему? Потому что они все знают, они все собирают, они все слышат, потом мужьям рассказывают, с кем подружиться, с кем не ссориться, с кем можно так говорить, разговаривать, а с кем эдак, сколько у кого детей, кому какие подарочки подарить. То есть не бездумно они шли, мы тут пришли, это наше место, такого не было. При огромных потоках товаров и денег через Абдорск город оставался небольшим. Например, в 1897 году здесь было всего 30 домов. Постоянно проживало 500 человек, но в то же время было 150 торговых лавок. Сосланный сюда в 1907 году революционер Борис Кнуньянц писал: «Абдорск нас приятно поразил. Мы не ожидали, что на столь далеком севере может быть такое красивое и богатое село. Там встречаются дома, которые сделают честь любому провинциальному городу России». Про ижемцев не зря же говорят, что это предприимчивые люди. Они торговали, делали состояние, строили здесь дома. Были более благополучные семьи, а были менее благополучные, может, только пришедшие. И вот зырянки одевались каким образом? У них было до 18, может, более сарафанов. И если она идет в гости в богатую семью, она надевает самый лучший сарафан. Если идет в бедную, она обязательно соблюдался вот некий этикет. Медленную жизнь Абдорска изменило новое время. Сменилось название города, сменились приоритеты.
началось индустриальное развитие края. Сначала это коснулось традиционных промыслов. Начали строиться консервные заводы. Кстати, один из заводов строил сосланный в Салехард вместе со своей матерью Дмитрий Распутин, сын знаменитого старца. Постепенно все больше интерес вызывает добыча нефти и газа, уральских минералов. Любая индустриализация требует строительства инфраструктуры. Город растет, в основном это бараки. Начинают строить дороги. В 1900 году здесь работала экспедиция фон Гетте по строительству железной дороги. Путь, который они исследовали и по которому должна была пройти дорога, она именно сейчас там и проходит, через Полярный Урал. Да. Вдоль Саби, да? Да, предполагали, что будет раздвижной мост. И даже хотели построить мост под Обью. В 1949 году началось строительство здесь, в Салехарде, и дорога началась с той стороны и с этой стороны, со стороны Енисея и со стороны Салехарда. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 шпал. Всего осталось от той знаменитой сталинской дороги, которая должна была лечь по северам. И почему-то мне всегда приводят в трепет такие вещи, как что-то заброшенное, забытое, потому что за всеми этими небольшими остатками очень большая и богатая история. Очень много человеческих судеб. Это были люди, которые жили, которые отдавали и годы свои, свой труд, у которых были отобраны права и свободы. И поэтому всегда такое непонятное, трепетное чувство вот к таким вещам. В декабре 1948 года дорога пришла в Лабытнанги, то есть это на ту сторону Оби. Через Обь так и не был построен мост. Участок дороги, пересекающий Урал Сейда-Лабытнанги, на самом деле является частью грандиозного проекта дублера Транссибирской магистрали. Если Транссиб пересекал Сибирь по южной части России, то северная дорога должна была связать Советское Заполярье от Мурманска до Енисея, а потом и до Чукотки. Тут ловким человеком надо было быть. Это был план лично Сталина. Строительство началось в 1947 году. 300 тысяч заключенных возводила насыпь. Дорога строилась быстро, но с крайне плохим качеством. Первые паровозы опрокидывались даже при скорости 20 км в час. Но самой большой проблемой была Обь. Напротив Салехарда ее ширина более 2 километров. Возле Лабытнанга сохранилась до сих пор баржа, на которой перевозили вагоны. Вот. А зимой намораживали лед. Намораживали и клали рельсы? Да. Поезд ходил уже отсюда до Надыма. То есть здесь была и станция, но теперь уже нет. Почему эта ветка не сохранилась, Надымская, Салехард-Надым? Почему она сохранилась? Ребята проходили на дрезине еще в 1988 году. А потом, когда началась перестройка, тут была одна такая фирма, которая решила, что это все надо собрать, все рельсы, и продать их за большие деньги. Мост через Обь, мечта салехардцев, не построен до сих пор. Обходятся паромом. И можно сказать, что до сих пор главной дорогой края является сама река Обь, о чем откровенно намекает вид речного вокзала города.
Несомненно, индустриализация и советская власть отразились на местном укладе здешнего народа. Исчезли коми-купцы, исчезли коми-оленеводы со своими огромными частными стадами. Коми нашли себя в разных других сферах. Коми не являются большинством в этом городе, в городе Салехарде. Их тут очень и очень мало, но тем не менее 5 улиц названы в городе Салехарде именами коми-людей. И вот одна из них, улица Артеева, она названа в честь Артеева Владимира Диамидовича. Он был первым мэром города Салехарда. Именно при нем город Салехард начал обретать современные черты. Местные коми активно растворяются в промышленной среде. Сегодня традиции, обычаи и язык Изватас большей частью хранят на Ямале оленеводы. Да, в основном оленеводы и хранят язык и национальную одежду, но Ижватас в чуме остается все меньше. Девушки в чум не идут, там и правда очень тяжело. На Ямале еще много Изватас. Но выемно и не так много, а говорящих на языке еще меньше. На Ижемском говорят прежде всего оленеводы и деревенские жители. В городе знающих язык очень мало. И одежду традиционную в городе не часто надевают. В 2010 году по переписи на Ямале проживало около 5000 ижемцев. Они себя называли по-разному. Ижватас, Коми, Зырянин. Ижватас живут в основном в Пуровском, Шурышкарском, Надымском, Приуральском районах. У нас раньше в чуме был такой порядок, что Ижвата знали языки ханта-виненцев. Никто никого не оскорблял и не пытался возвыситься. Дружили, значит? Да. После смерти Сталина в 1953 году дорогу тут же перестали строить. Заключенных в срочном порядке эвакуировали на Большую Землю. Трансполярная магистраль оказалась не нужна. Однако сейчас активно функционирует ветка Сёйды-Лабытнанги. Но мечта, что железка когда-то пересечет Обь, видимо, скоро станет явью. Это тот случай, когда начинают рассказ со слова «свершилось». В 18 году заложили камень. На этом камне написано, что в этом месте будет построен мост. И если иметь в виду, что этот мост будут строить те же люди, что и строили мост в Крым, то стоит надеяться, что спустя какое-то недолгое время мы сможем проехаться по этому мосту с одного берега на другой. Еще Дунин Горкавич, это еще 19 век, он писал о том, что да, вот вымрут, их не будет, никакого этих коренных народов, они себе живут, развиваются и так далее. Но меня убил один эпизод. Я зашла в Рыболовецкий стан, мы там ночевали, свет, чумим, все это есть. И вы знаете, ребята всю ночь смотрели боевики голливудские. Мне было так обидно, потому что раньше, когда я приходила, когда не было телевидения, там слушали песни, эти яровцы, все эти древние эти сказания. Они такие интересные, там Голливуд отдыхает. Со строительством моста поезда пойдут до Надыма.
а оттуда на Уренгой. Большое кольцо железных дорог европейской части России и Сибири замкнется. Несомненно, это еще раз отразится на экономической картине Ямала. Остается надеяться, что этносы здешних мест, и коми-ижемцы в том числе, переживут и это, сохранят себя и свою уникальную культуру.